Здравствуйте, уважаемые зрители! У нас Салам алейкум. сегодня очередной выпуск передачи. Сегодня гость в нашей студии– это мой хороший друг, казахский национальный деятель, общественно-политический деятель. В прошлом один из участников движения, казахского национального движения «Мен Казак» Едиге Ахмед. Салам алейкум, Едиге. Валейкум ассалам, Руслан, брат. Рад Хайырлы тебя, кис, рад тебя хайырлы видеть. кис, Да. башкұрт елі, взаимно. Кто не, если что, Едиге, в принципе, неплохо разговаривает на башкирском языке. Был у нас, он хороший друг организации Башкорт, был в прошлом. По приглашению наших казахских друзей мы приезжали, организация Башкорт ездила в Казахстан, в Алмату город. Ребята нас встречали, в том числе там был, конечно же, и Едиге. Встречали, очень хорошо провели время, за что мы вам очень благодарны. В ответ, с ответным визитом, Едиге потом на следующий год приехал к нам в Республику Башкортостан на второй съезд башкирского народа. Вот. Ну, в общем, хорошо дружили и дружим до сих пор. Едиге я пригласил к себе на передачу по следующему поводу. Мне интересна тема казахского языка, казахского вообще национального движения, как Казахстан смог, скажем так, из ситуации, которая сейчас очень близка башкирам, выйти, скажем так, да, из этой непростой ситуации. Сейчас я объясню, что именно я имею в виду. На момент обретения независимости, да, перед обретением независимости в конце 80-х годов Казахстан был очень сильно русскоязычным. Очень много русских проживало на территории Казахстана. Сами казахи по переписи 1989 года, но это буквально за 2 года до развала СССР, составляли, если не ошибаюсь, 39%. 39% казахского населения. Русские совместно с украинцами и с немцами, то есть, ну, надо понимать, что и украинцы, и немцы были русскоязычными, точно так же. Они не разговаривали, скорее всего, там чисто на своих На языках. То есть, государственном языках. да, да, то есть они были русскоязычным населением, соответственно, и менталитет был русский у них также. То есть вместе с русские, украинцы и немцы, которых достаточно большое количество там проживало, и общая численность превышала 50%. Больше 50% было, ну, можно сказать, русскоязычного населения. Даже не то, что русскоязычного, а ментально русского населения. Так вот, Едиге, объясни, пожалуйста, вот Мгм. расскажи нам, пожалуйста, как вообще ситуация складывалась у вас в Казахстане в последние годы Советского Союза, какое было положение казахского языка, численность казахов, вообще какое положение было национального движения в Казахстане? Ну, изначально я хочу поздороваться со зрителями. Хайырлы кис, башкұрт елі. Вот, армысыздар бауырым, бауырлар. У нас ситуация действительно, как ты до этого говорил, в 89 году численность казахов была 39%. В столице Казахской ССР в Алмате проживало на тот момент около 23% казахов. То есть получается из города-миллионника только 23% были казахи. То есть мы были слабо представлены в своей столице. Далее, по поводу языковой ситуации. Мы знаем о том, что в 1955 году было отменено обязательное преподавание на языках нацменьшинств. То есть в 1955 году с 1955 по 80-е годы было закрыто около 546 школ. То есть казахский язык был нивелирован до бытового общения. До бытового общения только было, наверное, из высшего учебного заведения только ЖНП был, где готовили педагогов казахского языка, литературы. В советское время в столице была только одна школа, полностью
с обучением на казахском языке, это была 12-я школа. Вот. Где, в Алмате, да? Это в Алмате, да, это в столице было. У нас, получается, только одна школа была Мгм. на казахском языке. Далее, Ну, а в районах же были, наверное, национальные школы? ну, это если брать, допустим, по областным центрам, точно так же была школа-интернат, была школа-интернат на казахском языке в Караганде, в крупных областных центрах административных, в сельских местах, но в основном было обучение на русском языке. Ну, то есть, получается, все города были русскоязычные, где вообще национальных школ не было. Национальные школы, наверное, были только в районах, в деревнях, наверное, да, аулах. В деревнях, да. И, Мгм. то есть, в основном они были неполные, в большинстве своем. Мгм. Далее, чтобы поступить в ВУЗ, необходимо по-любому было изучать, ну, учиться на русском языке. То есть в такое положение было у казахского языка. В 80, получается, во время перестройки ситуация начала меняться. Сами знаете то, что в 1986 году, кто не знает, у нас были декабрьские события. Это когда первым секретарем вместо Кунаева хотели поставить Колбина. Сам он уроженец Нижнего Тагила. До этого был первым секретарем, ну, как главой Ульяновской области. Мгм. То есть эти До события 80. получили название Желтоксан. Желтоқсан, да. Мгм. Желтоқсан көтерілісі, декабрьские восстания. В связи с просто, то есть если у каждой союзной республики на тот момент были свои национальные лидеры, то в Казахстане могли просто назначить кого-то, ну, я имею в виду это вот как сейчас происходит в России. То Мгм. есть назначенца с центра, такого как Колбин. Но вот эти события Желтоксан все равно, они же сыграли, получается, свою роль. Колбина не поставили, поставили Назарбаева. Правильно же, да? Нет, Колбина поставили, он был до 89 года. Все-таки Колбин три был, года да. он был, да, 3 года, руководителем? да, он, и во время него, то есть получается, и во время Колбина тоже открывались казахские школы уже в Алмате. Мгм. То есть они понимали свои ошибки именно в национальной политике. Так как если мы, как ты до этого говорил, казахи были меньшинством в Казахской ССР, из всех 15 республик, наверное, только в Казахской ССР и в Кыргызской ССР, в Кыргызстане, то есть получается, где коренное население было меньшинством. Если мы на момент независимости, если по всесоюзной переписи 89 года мы составляли где-то 39%, то на момент независимости около 41-42 максимально. Около Мгм. где-то 6 миллионов 400 тысяч человек. Мгм. Хорошо, вот получается, что являясь меньшинством на своей собственной земле, а, в 91 году Казахстан объявляет о своей независимости и объявляет казахский язык государственным языком, Да, единственным государственным языком, правильно же? да, правильно. Как получилось, что смогли продавить так, что он стал единственным государственным языком, понимая, что э, это как, это принималось на референдуме или это принималось ну, парламентом казахским? Ну, смотри, я так думаю, Руслан, у нас по Конституции Казахской ССР 89 года там было указано о том, что государственным языком является казахский язык. Там не упоминалось, хотя по факту, допустим, все было на русском языке. Мгм. Вот эта же Конституция с несколькими изменениями была принята. А То есть статус русского языка там никак не был указан, не да, прописан был, никак не да? указывался то, Мгм. что да, русский язык был как языком межнационального общения. Ну и сейчас он И является сейчас, да. Сейчас языком. по Конституции, по статье 7, пункт 2, государственный язык является казахский язык. Русский язык используется в госорганах наравне с государственным языком. Мгм. Вот получается, сейчас у вас демография резко скаканула. Вот за 30 лет эти, если вы раньше были меньшинством, сейчас вы подавляющее большинство. Если я не ошибаюсь, казахов сейчас, общая в Казахстане численность 15 миллионов, правильно? Нет, общая численность нет. У нас
Общая численность примерно в этом году ожидается, что будет около 20 миллионов. Ага, а К казахов концу 15 года будет миллионов, да? 20. Из них казахов 14 миллионов. 14 миллионов. Около чуть более 70%. Но, к сожалению, у нас по статистике, у нас интересная статистика, кстати, по переписи первоначально объявляют о том, что казахов, допустим, 69%, потом и редактируют, говорят 63, либо 61. И вот эту отметку 70% мы, наверное, где-то 20 лет, наверное, не могли перешагнуть. Мгм. Но в этом году я думаю, что если статистика покажет реальную численность, то более 70%, около Ну, 14 миллионов. но все равно больше 60% там это достаточно существенный рост. Как так получилось? Как так получилось, что... Кстати, Казахстан, я замечу, что, наверное, единственная республика, которая показала такой взрывной рост коренного населения. Да мало какие другие республики могут этим похвастаться, который увеличилось там в несколько раз, да? Как так получилось, что практически в 3 раза, да, казахов выросло больше? Что этому поспособствовало? Ну, я думаю, во-первых, рост национального самосознания. Далее, также с момента обретения независимости у нас была принята программа. Изначально она называлась «Уралман», где переселенцам, этническим репатриантам, которые возвращаются на родину из Китая, в первую очередь с Узбекистана, С Монголией, с по-моему, да? Туркмении, с Монголии, с России. Им помогают те, кто, допустим, предоставляется жилье в сельской местности, подъемное оплачивается. То есть стимулирует переселение этнических казахов, которые бежали во время 2 волн Голодомора, коллективизации, репрессий. Мгм. Вот, и Ну и их сколько, вклад сколько рауманов переселилось в Казахстан? за момент независимости с 91 года примерно около 1 100 000 казахов переселилось в Казахстан. Получается, если казахов на момент обретения независимости было, как ты сказал, около 6 миллионов, да? 6-4, да, где-то 6 миллионов 6,4. 400 тысяч, да. Ну, получается, это примерно около там 20-18% казахов Вот, переселилось, да, получается, от общей да. численности казахских. Ну, в принципе, серьезная численность, как бы то оно ни Ну, было. нужно учитывать, что на момент независимости около более 1/3 этнических казахов проживали за рубежом. Мгм. То есть и в Китае около 1,5 миллиона, и в Узбекистане. Хотя там официальная перепись еще и не проводилась с 1989 года. То есть мы судим по их статистике. Далее в Монголии более 120 тысяч, где они компактно проживают в Баймаке, Баян-Ульги, в Иле-Казахском автономном округе, это в Китае, в КНР, в Синьцзяне, в сопредельных вилаятах Узбекистана, это в Джизакской области, в Заравшане, в Ташкентской области, в Каракалпакстане много казахов, где они составляли более 1/3 от всего населения Каракалпакстана, а также в Туркменистане. И нельзя, конечно, мимо пройти Российской Федерации, где в Алтайском крае, в Оренбурге очень много ириденты, то есть автохтонного населения, этнических казахов, где они компактно проживают. А также в Астраханской, в Саратовской, в Волгоградской области. В Самаре много проживает, В да. Самаре, также в Саратове проживает Мгм. много казахов, в Омской области, а также в Курганской области. Мгм. То есть вокруг нашей границы проживают компактно в основном казахи, которые являются автохтонами, то есть ириденты на данной территории. Когда, когда мы приезжали к вам в гости, это был 2000, по-моему, 7 год, если не ошибаюсь. 17 год. 2017, да, да, 2017 год. Так вот, а, нам тогда сказали, что казахи, точнее, в первый класс пошло 80, практически 90% казахских детей, которые пошли в первый класс, не разговаривали на русском языке совершенно. То есть это полностью казахоязычные дети, которые пошли в первый класс. Соответственно, это говорит о том, что казахи очень сильно
вытеснили русский язык практически. Но в то же время я смотрю, что до сих пор сотрясают скандалы Казахстан, где вспыхивают скандалы с русскоязычными, с русскими Казахстана, которые не хотят говорить на государственном языке. Помню, был скандал там в банке, где не хотели обслуживать какого-то очередного там казаха Да, на его родном на государственном языке. государственно, да. Просили, да, переводить на русском языке. Как вот с этим обстоят дела? Эта система постепенно ломается или до сих пор есть проблемы? Ну, проблема у нас до сих пор существует. Я с тобой согласен. У нас сейчас большинство, то если смотреть обратно, ссылаясь на статистику, то в Кызылординской области, в Мангостауской области более 90% детей первоклашек, которые идут в этом году, которые пошли в 2022 году, более 90% идут в казахскую школу. В Ну, тут надо заметить, Улутавской что области те области, которые ты назвал, они практически практически, да, моноэтнические, моноэтничные, там да, более 99, 90%. да, более 90% казахского населения. Да, также в любом случае, мне кажется, с каждым годом народ сам понимает о важности знания государственного языка. Тем более уровень образования в казахских школах, если посмотреть тех же выпускников, тех же, кто занимает первые места на международных олимпиадах по профильным предметам, большинство из них как раз-таки выпускники казахских школ. Мгм. Вот. Если у нас, допустим, существует около, на данный момент 7600 школ в Казахстане, и в первый класс в 2022 году, из них где-то более 80% пошли в казахскую школу. Детей Вот, отправляют в казахскую школу. вот смотри, Едиге, для меня что интересно. То есть на момент обретения независимости, то есть конец вообще, конец эпохи Советского Союза, как ты сказал, практически все обучение было на русском языке. На русском Вузы, языке, да. соответственно, вузы поступали тоже на русском языке. Специалистов готовили на русском языке. Вся техническая документация, все вот эти Велась на инженерные русском, какие-то да. проекты, да, то есть все это было на русском языке, да. Медицина, вся медицинская Да, велась в документация, основном на русском языке. все было на русском языке. Юридическая терминология, все на русском языке. Сейчас это все переводится на казахский язык, или до сих пор все это на русском? Вот, допустим, взять медицину, юриспруденцию, технические науки. Нет, я вам скажу о том, что у нас большинство терминология ведется, конечно же, на государственном языке. То есть, получается, и технически, как ты до этого упомянул, и медицинская терминология, она вся уже на казахском языке, на государственном языке. Мгм. С этим проблем, я думаю, не существует, нет проблем. То есть То любой есть вузы казах полностью... из глубинки может приехать в город, ну, допустим, Алматы или Астану, прийти в больницу и полностью получить Ну, ну, видишь, как бы мы сейчас обсуждаем о образовании. да-да-да. То, что образование дается, да, на государственном языке, и терминология, то также на казахском То есть языке. вот У студентка, нас есть стандарт, есть институт студентка, филологии казахского языка. мгм. Ну вот я говорю, то Вот. есть А студентка из, обслуживание, допустим, да, к сожалению. секунду, то есть получается студентка из Ага. Кызылординской области, моноэтнического такого края, да, Казахстана, приезжает в Астану, допустим, да, или в Алмату, и поступает в медицинский университет, и она получает полностью все 6 лет там, или сколько там, 5 лет учится, полностью на казахском языке. Правильно? Правильно, но единственное, конечно, некоторая литература, некоторые материалы, им приходится... Допустим, я учился в техническом вузе в начале 2000-х. Нам приходилось, конечно, переводить самостоятельно некоторые материалы, некоторую литературу с русского либо с английского языка на казахский язык. Мгм. Тогда, конечно, повсеместно не существовали термины, которые были стандартны для всех едины. Вот. Но я думаю, что в данный момент, да, приходится иногда обращаться к другим материалам, зарубежным в том числе. Но постепенно сдвиг идет все равно в пользу того, Постепенно что сдвиг идет, да, естественно, в к пользу, моноязычию. То есть, в пользу того, что казахский язык начинает занимать все ниши. Правильно же, да? да, правильно. Мгм.
Просто почему я спрашиваю, почему мне интересно, я еще раз говорю, что на сегодняшний день ситуация башкирского языка вообще и башкирского населения в Республике Башкортостан очень похожа на ту ситуацию, в котором находился казахский народ и казахский язык на В момент конце развала 80-х. СССР. Да. Нас Да. сейчас на данный момент по последней переписи, если можно верить, но других данных у нас нету, нас сейчас Мгм. 35%. Да, мы выросли там, да, в своей республике также. Но башкиры, они, как правило, народ, единственный народ в Республике Башкортостан, который действительно имеет достаточно большую, продолжает иметь достаточно большую рождаемость. Мгм. По 3, по 4 ребенка, то есть вот у моих друзей там по 6 есть, да. Вот. Ну, плюс к тому же, наверное, переезжают, да, до сих пор в Башкортостан В сельской башкиры. местности, да. Да. Язык точно так же у нас на сегодняшний день очень, если в 90-х годах у нас какой-то был подъем, национальное самосознание, открывались башкирские школы, то после того, как потеряли суверенитет, после того, как Москва начала все прибирать к рукам, закручивать гайки, менять конституции, насаживать своих, скажем так, коллаборантов нам, да, Мгм. и ситуация с языком стала ухудшаться с каждым разом. Сперва отменили региональный компонент. Это когда мы, если раньше мы преподавали историю Башкортостана, литературу Башкортостана, так, как мы знали ее, как мы ее видели, как мы ее считали нужным, то потом, соответственно, это убрали. Вообще историю Башкортостана включили в историю России, и все учебники об истории Башкортостана начали проходить проверку в Москве. Соответственно, получается, те учебники, которые несут в себе какую-то информацию, которая не нравится Москве, идеологам, которые сидят в Кремле, соответственно, она, конечно же, не проходила. Вот. Следующим был момент, когда началась при Хамитове у нас, да, то есть началась ликвидация школ национальных, очень много закрывали под видом оптимизации. Закрылось было очень много и башкирских, и татарских школ. Ну и последний удар это был, конечно же, вот в 17 году. Да, в 17 году, когда вообще башкирский язык, башкирские и другие национальные языки Российской Федерации перестали быть обязательными для изучения. И В качестве сейчас, факультатива, если не ошибаюсь, да? ну, как бы у нас, как государственный язык, башкирский язык изучается 1 час в неделю обязательно. Но это 1 час, ну, это же ни о чем. То есть русский Ни язык, о чем. который для нас не является родным, но таким же государственным в Республике Башкортостан, то есть два языка равноправных, и башкирский, и русский, они равноправны абсолютно, два государственных языка, только русский язык изучается 6 часов в неделю, а башкирский язык 1 час в неделю. Плюс еще можно изучать башкирский язык как родной язык, но тут уже по заявлению. Нужно писать для этого По заявление, заявлению родителей, да, да. указывать, что вот мы хотим изучать родной язык, башкирский именно. Есть такой предмет, как родной язык, можно изучать либо башкирский, либо русский, либо татарский, какой ты укажешь. Соответственно, в городских школах, если в классе не набирается больше 7 человек, допустим, башкир, все, язык не преподается. То есть у них не формируется группа для изучения башкирского языка. Получается, если 7 человек в классе, не набирается 7 человек, желающих Изучать обучаться башкирский башкирскому язык, языку, да, как родной язык, это в да, классе, да, или по да. всей школе Нет, в получается? классе, в классе. Руслан, я просто как бы нас так как смотрит и в Казахстане, и за рубежом. Некоторые у меня, конечно, хотел бы раскрыть эту тему, потому что я слышал о том, что в Башкортостане, допустим, если родители пишут заявление о том, что хотят, чтобы их ребенок проходил предмет родной язык на башкирском, то если родители заставляют забрать обратно свое заявление, чтобы не обучать его языку, Все правильно. родному Это языку. было давление со стороны прокуратуры, очень сильное. А, Давление на родителей, давление, соответственно, было на директоров школ, которые потом давили на родителей. Это было очень сильно. А, Родители этому Причем это сопротивлялись. повсеместно. Да, да, по всей республике, ну и не только по всей республике, по всем республикам даже то же самое было. Это вот
ладно, башкиры занимают 4 место по численности среди народов, да, Российской Федерации. Коренных народов, да. Да, нас 1,5 миллиона. Все-таки какая-никакая численность есть, и из этой численности какая-то часть знает свой родной язык. Есть башкирские школы, где до сих пор, скажем, обучение идет на башкирском языке. Но я хочу заметить, что именно тоже при Путине ввели единый государственный экзамен ЕГЭ Я. только на русском языке. Соответственно, если раньше школы у нас были на башкирском языке до 11 класса, где все предметы изучались на На башкирском башкирском. языке, и физика, и математика, и химия, то есть, да, то есть и черчение и так далее, технические науки, соответственно, были педагоги такие подготовленные. То после того, как единый государственный экзамен ввели на русском языке, сейчас в национальных башкирских школах, где обучение идет на башкирском языке, учатся на башкирском языке только до 7 класса. После этого часть предметов также продолжается изучаться на башкирском языке. Ну, такие они второстепенные, как там рисование, музыка, Литература. там, да, литература. А технические науки уже переходят на русский язык. Все. И, соответственно, педагоги уже теряются, их уже не подготавливают и так далее. В общем, вот это очень сильное давление идет. И вот я говорю, если нас 1,5 миллиона, мы еще как-то там умудряемся, да, выживать, то что говорить о народах таких, как, допустим, калмыки. Их там всего 300 тысяч. Буряты их 500 тысяч, а нагайцев их 100 тысяч всего. То есть, да, то есть... Но если я не ошибаюсь, то калмыки, я извиняюсь, что перебиваю, калмыков вроде как большинство в своей стране. Ну, я имею в виду в Калмыкии. Большинство, но Более 60%. они большинство, да, но это ни о чем не говорит. Там они практически все русскоязычные. У них была большая трагедия, когда их выселяли. Их точно так же, как чеченцев, да, то есть депортировали. Да. И Операция «Чечевица», да, да, их выселяли там в Сибирь, Сибирь. расселяли там по разным местам, Дисперсно. соответственно, Да. да, дисперсно. И они расселялись среди русского населения, учились в русских школах дети, и, соответственно, там целое поколение, да, то есть они практически выросло, не знающие своего языка. Вот, но это очень большая трагедия для них. Так вот, я говорю, для них еще сложнее. Вернемся тогда к нашим башкирско-казахским темам. Когда мы ездили в Казахстан, я для себя открыл, во-первых, Казахстан. Первый раз Казахстан, я был да. в этой стране. Я, если честно, я был поражен, во-первых, красотой городов. Вот я понял, что такое независимость. Независимость, когда страна сама в себя вкладывает, когда ее не обирает Развитие. центр, да, метрополия, когда ты не являешься колонией. Актюбинск мне понравился, Актюбе, да, сейчас А Актюбе, в тебя, да. да, очень сильно понравился, красивый город. Мы проехали, Актюбе были, да, в Кызылорде были, в Туркестане были, и все города очень красивые. Алмата красивая, там, Астана, новая столица, да. А, Я Я реально помню, позавидовал казахскому народу, белой завистью, да, я вас очень рад за то, что один из самых близких, ну, самый близкий. Я считаю, что казахи нам самый близкий народ, самый близкий родственный народ, ближе, чем татары. А в Российской Федерации, конечно же, нам татары самый близкий народ, родственный. да, Вот. И что я хочу еще сказать. Меня поразило очень сильно дружеское расположение казахов к нам. Как только узнавали, я помню, на заправке там мы подъехали, я на понял. нас смотрят, на казахском спрашивает, казах, башкорт. О, башкуртвар, баурым. И, в общем, реально очень прям хорошо относились к нам. Помню, как вы нас встретили. Вообще Да. ни одного косого взгляда или ни одного какого-то негатива в отношении к нам я не видел и не слышал. Вот я, уважаемые зрители, клянусь вам, да, то есть только доброжелательное отношение, нас реально любят там. Вот, Едиге, Добро скажи, пожаловать, да. пожалуйста, какое у вас отношение к нам, к башкирам? В целом, я считаю, что казахи относятся к башкирам, к татарам, ко всем тюркским народам России положительно. И не только России, а также Китая и другим странам. Но я с тобой согласен. Действительно, отношение к тюркским народам, особенно России, к башкирам, к татарам, очень позитивное в Казахстане. Я вот после первой мобилизации, когда объявили в сентябре 2022 года, здесь были ребята из Калмыкии, которые тоже так же внешне не отличаются от казахов.
они тоже заметили о том, что к ним было отношение, то есть они не ожидали, тоже открыли для себя Казахстан снова по-новому. Я еще помню твои замечания, твое удивление о качестве наших дорог, хотя мы каждый раз и говорим о том, что мы недовольны качеством дорог наших в Казахстане. Но в целом я тебе скажу о том, что с момента обретения независимости до 97 года столицей Казахстана была Алматы. После 97 года столицу перенесли в Акмолинск, это бывший Целиноград. Это, то есть город построили с нуля. Сейчас там проживает более миллиона, 1 200 000. Можно Астана, сказать, что да. город Астана, да. Сейчас она называется Астана. До этого какое-то непродолжительное время называлась Нур-Султан. Да-да-да. Вот. Этот город построили с нуля. То есть те, кто приезжает, они даже, то есть от того, что было до этого, Целиноград, либо Акмолинск, практически ничего не осталось. Вот, Вот. Это самое главное, развитие инфраструктуры. Когда ты направляешь особо важные направления на развитие инфраструктуры, своей экономики, качество дорог, и это все заметно. И не только. вот, Едиге, я как раз хотел вот остановиться на идеологии, да, получается, вообще Казахстана, казахского народа. Вот смотри, я просто замечаю, да, что многие казахские националисты, казахские патриоты недовольны Нурсултаном Назарбаевым, его долгим правлением, потом в будущем, соответственно, его ставленником, его преемником, да, Такаевым. Но в то же время, давай честно признаемся, то есть я как бы стараюсь рассматривать это вот нейтрально. Нейтрально, Да, просто со стороны. да, со стороны и с прицелом на своих башкир, на свой Башкортостан, учитывая, что мы тоже боремся за независимость и надеемся получить его в будущем независимость. И, соответственно, чтобы не повторять ошибок или наоборот брать какие-то наиболее важные уроки от Ой, да. всех тех стран, которые смогли отсоединиться и как-то успешно развиваться. Так вот, Казахстан, учитывая демографическую ситуацию, когда казахов было, еще раз говорю, меньше, да, 1/3 всего была казахов в Казахстане. Казахский язык был практически На низведен, задворках. Да. низведен до нуля, там, да, ниже плинтуса был опущен. На бытовом уровне только. Да, учитывая очень сильные сепаратистские настроения русского населения в Казахстане, да, которые постоянно говорили, и заявления Москвы, русских националистов из России по поводу притязаний на Северный Казахстан, все-таки Нурсултан Назарбаев, надо отдать ему должное, сумел, лавируя между Россией, Китаем, Западными угождая как-то странами. казахским националистам, национальным силам, угождая и русским Казахстана, все-таки смог Сохранить мир. да, сохранить, во-первых, мир. Не произошло никакого Приднестровья, не произошло никакого Нагорного Карабаха в Казахстане, хотя ситуация реально как бы, да, могла это легко вылиться, учитывая, Слышно, что да. Северный Казахстан на тот момент был населен практически в большей части русским населением. На сегодняшний момент я знаю, что практически, не практически, а во всех областях Северного Казахстана казахи доминируют, более 50% составляет. Везде. Я смотрел Везде, да. статистику. Так вот, это заслуга Нурсултана Назарбаева. Это раз. Во-вторых, по поводу столицы, вот как ты сказал. Алматы, как ты его только что говорил до этого, был практически русскоязычный город. Там и сейчас Да. проживает очень много русского населения, очень много людей разговаривают на русском языке. Мы когда вот вы нас приглашали, и мы Мгм. это видели, реально как бы видели, Было что заметно, да. очень много, да, заметно на улицах на русском языке до сих пор разговаривают. Соответственно, он сделал правильное решение. Во-первых, сам город Алматы находился на юге, практически на границе с Киргизией, да, с Кыргызстаном, до которого трудно было добираться, допустим, из северных областей Казахстана, да, вот. Мгм. Перенести его в центр страны, это очень разумно. Во-вторых, Смелый шаг, я думаю. да, и во-вторых, тут идеологическое какое правильное решение было сделано, то, что он создал город с нуля,
сразу же, чтобы там было много казахоязычных, казахоязычного населения. То есть он из русской столицы сделал казахскую столицу новую, правильно? Соответственно, С туда нуля, да, при... построил. Да, на сегодняшний момент, получается, Астана, она более казахоязычная, чем Алматы. То есть это правильно, это очень... И сейчас у нас некоторые башкирские националисты предлагают Уфу оставить так же, как Алматы, Алматы. лишить его статуса столицы и какую-то образовать новую столицу там, да, в будущем независимом Башкортостане. Но это вопрос такой, который еще следует рассматривать, Стоит обсуждения, да, да. стоит обсуждения. Так вот, соответственно, как вот я вот перечислил, получается, все-таки хоть и были недовольны Нурсултаном Назарбаевым, но все-таки он сумел и казахский язык поднять, и население казахов поднять, и сохранить мир. Вот ты с этим согласен или нет? Ну, в первую очередь, я думаю, это все-таки заслуга казахского народа, его гостеприимства. Сами казахи по себе не конфликтны, но в то же время, я думаю, один из воинственных народов Центральной Азии. А что касается заслуги Назарбаева, первого президента, то я с тобой согласен, но частично. Почему? Потому что и это в первую очередь, я думаю, всей нации, казахской нации. То, что у нас сохраняется мир и спокойствие в нашей Ну, стране. решение же, А вот, также допустим, о переносе столицы, о это же не переносе, народ да, принимал. это мудрые решения, я с тобой согласен. Если возвращаться к истории, то в первой столице казахской АССР был Оренбург, город Оренбург. Далее его перенесли в Кызылорду, где он был с 24 по 27 год, если не ошибаюсь, был столицей казахской АССР. А далее его перенесли в Алматы. И так до 97 года. Я с тобой согласен с тем, что, с одной стороны, этот город, хоть и крупный мегаполис, на тот момент был единственным миллионником, крупным мегаполисом в Казахстане. Ну, месторасположение, действительно, это юго-восток, это край страны нашей. Вот. И перенос столицы в Астану, в бывший Акмолинск, Ахмола, это, я считаю, что правильным решением. Почему? Потому что мы еще должны учитывать, что демографически в советское время казахи в основном были сельским населением. Сейчас, если, допустим, в сельской местности проживает от всей численности около 40%, на тот момент э, большинство казахов жило в сельской местности. А также надо учитывать, что высокая была урбанизация. Начало 90-х, проблемы с экономикой. Вот. Но в то же время, хоть и Алматы потеряла статус столицы, она до сих пор остается крупным финансовым центром в Казахстане. То есть многие офисы, хоть и административная часть вся находится в Астане у нас, Ну и в промышленный нашей центр же. столице, и промышленный центр также. То есть это, считаю, что нужно развивать все города равномерно. Но в то же время пальма первенства, конечно, по развитию, в том плане в экономическом, то за Алматой. Мгм. А, Еще вот по поводу, хотел перейти на такую тему, по поводу русского сепаратизма в Казахстане. Вот, наверное, две страны, которые всегда подвергались таким претензиям со стороны русских националистов России, территориальным претензиям, это Украина и Казахстан. Вот как ты считаешь, да, сохранилась угроза русского сепаратизма? Ну, Потому что вот я думаю, учитывая то, что вот буквально недавно был скандал в Петрозаводске у вас, где... Петропавловский. Петропавловске, да, где... Петрозаводск, да, это же Карелия, извиняюсь. Петропавловске, где завели уголовное дело на группу там каких-то русских сепаратистов, которые объявляли о своей независимости от Казахстана и так далее. Вот вообще угроза это сохранилась или нет? Я знаю, что у вас очень сильно распространено было казачество Мгм. такое, да, то есть ходили там, да, тоже практически полунезависимые организации, там, не подчиняясь казахским властям. Вот расскажи, пожалуйста, вот что сейчас?
Кстати, насчет Петрозаводска и названия Петропавловск. Некоторые путают. Есть еще Петропавловск на Камчатке. Э, Вот, схожее название Петропавловск. Э, Казачество у нас до сих пор существует. Много, конечно, организаций, общин, которые состоят в Ассамблее народа Казахстана. То, что в Петропавловске произошло, я считаю, что это только то, что мы видим. То, что мы увидели, это только верхушка айсберга. Почему? Потому что, во-первых, нужно учитывать о том, что у нас российская идеология через СМИ, через те же каналы 24/7. То есть ничем не ограничена ни «Россия-1», ни НТВ, ни другие российские каналы, газеты. В этом плане, в культурном плане, если учитывать, в информационном плане, они до сих пор влияют на Казахстан. И это никак не ограничивается. По поводу петропавловских сепаратистов, вот сейчас идет следствие, насколько нам известно. Почему я говорю, это верхушка айсберга? Потому что в каждом городе, мне кажется, есть организации, ячейки спящие, именно леворадикального толка, который представляет, естественно, нам национальную угрозу, то есть угрозу национальной безопасности нашей страны. И это ничем как бы не ограничивается, никем не контролируется. То есть мы отреагировали только по факту, после того, как произошло. То есть нету профилактики, нету работы с ними. И так в каждом, мне кажется, это нужна профилактическая работа с ними. Едиге, а вот смотри, как ты считаешь, сейчас вот идет война в Украине, то есть Россия напала на Украину из-за территориальных претензий, да? И существует такая версия, что если... ну и сейчас все поняли, насколько Россия, оказывается, слабая страна, и насколько у нее армия, то есть не вторая армия в мире оказалась, да, то есть вот. Украинцы, конечно, достойный народ, молодцы. Кстати, кто не знает, я скажу, что Едиге вместе еще с одним моим другом Аманом ездили, Мамбеталиев, да, Аман, ездили в Украину в 2014 году на Майдан. Вот расскажи об этом, пожалуйста, потому что потом я вот перешел уже, да? Мы ездили в 2013 году, в декабре, когда только-только начинался Евромайдан на Хрещатике в Киеве. До этого мы никогда В не были в национальной Украине. одежде ходили там, да? Да, мы ходили в Малакае, в Тмаке казахском. Вот. Ну, до этого, конечно, у нас были стереотипы о том, что, ну, как у нас, я же как говорил до этого, у нас российская СМИ здесь, помимо нашего местного, и представление о том, что о каких-то злобных украинских националистах, ну, примерно, хотя мы в это не верим, мы хотели убедиться собственными глазами. Но я тебе скажу, что не было вот сколько мы были, на тот период не было ни одного негатива в наш адрес, в нашу сторону. Даже слова не было. Мы заметили дух украинского народа. Сильный дух, свободолюбие этого народа украинского, мы этого заметили. Далее, ну, мы как до этого писали, то, что о своих впечатлениях от поездки в Украину. Сейчас, в данный момент, да, естественно, мы видим как бы то, что происходит в Украине. Казахстан, хоть и неофициально, хоть и официально, мы поддерживаем. То есть самый, насколько сейчас мне известно, самый большой гуманитарный груз отправляется из Казахстана. Да, я То есть даже благотворительные организации также замечу, помогают. что Мы этот... строят юрты, да, Да, ставят вот юрты юрты, в кстати, Киеве. очень такой сильный шаг был, Киеве. да? Вообще. Да, это как бы ну, это то, что наше общее наследие, то, что нас объединяет с башкирами, с башкортами. Получается, это наше мобильное жилище, которое можно поставить в любом месте, в любое время. Вот также отапливаемое. И наши волонтеры в этом плане работают очень хорошо. Вот еще про Украину, А да, также... я хотел, извини, что перебил, вот есть такое мнение, да, которое я начал говорить, потом вот как бы немножко отвлекся, сейчас вот вернусь. Есть такое мнение, что если бы Россия,
То есть у России было рассматривалось, говорит, два выбора, куда сперва ударить армиями, да, либо на Украину, либо на Казахстан. То есть, да, если бы сперва они ударили бы на Казахстан, да, и попытались бы отсечь у Казахстана северные территории, как ты считаешь, казахский народ устоял бы, как украинцы? Казахская армия? Эм, Во-первых, мне кажется, на тот момент вопрос очень тяжелый, как бы если Ну, говорить давай по-честному. честно признаемся. Мгм. Вот я понимаю, и бывает иногда там патриотизм, хочется говорить только хорошее о своем народе, но мы же на то и как бы специалисты, профессионалы, чтобы говорить правду, потому что без правды как бы очень Мгм. сложно потом оценивать реальную ситуацию. Ну, я думаю, нужно Учитывая вот, да, то, что даже когда вспыхнули события, январские события в Алматы. да, 22 года, а, и пришлось Токаева даже просить, чтобы силы УДКБ вошли, да. Вот учитывая это, смогла бы казахская армия остановить российскую? И стала бы вообще Я думаю, сопротивляться? смотря какие они цели преследовали бы, Ну, во-первых. Потом, отсечение Северного во-вторых, Казахстана. Северного Казахстана, да, я понял. Но надо учитывать наше географическое положение, так как мы, если смотрим на события, то, что происходит сейчас, война в Украине, то там поддержка, естественно, западных союзников в первую очередь, благодаря поддержке. Вот. В данный момент Казахстан это вот как и ранее все эксперты говорят о том, что Казахстан это примерно как Украина до 2014 года. Вот. Естественно, это даже представить сложно, к Если чему бы это говорить привело. о Украине 2014 года, то надо напомнить, что она Крым отдала практически без единого выстрела. Без единого выстрела, да. И поэтому, мне кажется, нужно учитывать наше географическое сейчас положение. Вот. И в любом случае ситуация была бы крайне сложной. Да, но в любом случае я Если уверен, обобщать. что башкиры поддержали бы казахов в этом случае, несомненно. А, Ну, я думаю, что Российская Федерация сейчас, она, как она в кавычках, вторая армия мира завязла надолго в Украине. Да, И, кстати, Украина и вас ей как бы, спасла практически. я согласен. Да, Поэтому слава Украине. И, героям слава. да, адекватные казахи поддерживают Украину. Мгм. То есть Еще в этом... вот практически закругляясь, да, на нашей теме, вот мы боремся, башкиры, за независимость на сегодняшний момент, да, то есть открыто это началось вот с момента, да, как после того, как Россия напала на Украину, и мы поняли о том, что с этой стороной нас больше ничего не связывает. Мало того, что она сейчас уничтожает соседние государства, уничтожает соседний народ, так она уничтожает еще коренные народы, бросая их в топку войны. Никто, для кого сейчас не секрет, что большая часть, больший процент собирается именно с коренных народов на войну. Вот. Отсюда вот вопрос. Каким ты видишь вообще будущее Башкортостана? Как ты считаешь, смогут ли башкорты создать свою государственность? Поможет ли в этом нам Казахстан? Ну, и учитывая, что у вас такая же проблема сейчас, как и в России, что ваша КНБ очень жестко реагирует на такие всякие высказывания, поэтому прошу ответить более так корректно, чтобы на тебе это никак не отразилось. Я с тобой, с одной стороны, понимаю твои переживания о том, что в будущем на строительство Башкортостана перенять, хотя бы научиться на чужих ошибках брать уроки из этого, из истории. А, Тем более, учитывая о том, что в России более 20 миллионов мусульманских тюркских народов, особенно народов Урала, Поволжья. А, Я считаю, что у башкирского народа
есть будущее. Почему? Потому что я когда был в Уфе, ты сам как бы прекрасно знаешь, когда мы были на втором всебашкирском июне в Уфе. Вам спасибо за приглашение. Кстати, как Вот. понравилось? Мне очень понравилось. Мне я до сих пор как бы фанатею от башкирского кумыса. Кстати, советую, это не реклама. Вот. Я считаю, что потенциал у Башкортостана большой, учитывая недра в Башкортостане, которые высасываются и уходят в центр. То есть есть нефть, есть химическая промышленность, есть сода, которая нещадно разграбляется, конечно же. И это все в руках, то есть получается у центре. У центра, хотя сам прекрасно знаешь, была Башнефть такая, Башнефть, которая в свое время была в 2005 году, если не ошибаюсь, да? В 2008-2009 годах она была продана. Продана «Газпромом» вроде. Нет, Роснефти. Нет, «Роснефти», нет, да. сперва она была продана АФК-системе, Мгм. потом, ну там такой долгий процесс, потом у АФК-системы забрали, чуть ли там через уголовное дело практически, а Меня, потом знаешь, отдали Роснефти. еще немаловажно, меня удивляет богатая страна, я про Башкортостан говорю, богатая страна на недра, на ресурсы Башкортостан, высокий процент безработицы. Многие башкиры, башкорты работают на севере, в Ямале, не могут найти. Высокая из-за этого, учитывая маргинализация, то есть безработица, преступность в Башкортостане из-за вот как раз таки, которые нерешаемые социальные проблемы, которые ну, в данный момент не решаются в Башкортостане. Учитывая это, мне кажется, что потенциал Башкортостана высокий, то есть при моменте приобретения независимости у Башкортостана все возможности есть, у Башкортостана полноценному развитию. Спасибо большое, Едиге, за эти слова. Я Ну, думаю, мы что еще как бы немного что с тобой обсудили, потому что надо учитывать, ну, как бы помимо Башкортостана, мне кажется, в данный момент могут поддержать, то есть не один Башкортостан изъявляет желание получить независимость. И Татарстан, и народы Поволжья, как марийцы, Мордва, то есть и Эрзян, и Мокша, и удмурты. Хотя, к сожалению, мне кажется, у финно-угорских народов, э, помимо то, что я знаю, Эрзя и Мокша, то есть у них активность почти что сведена на ноль. То есть о них практически не слышно, о их национальных движениях. И среди северокавказских народов более-менее, мне кажется, это у чеченцев, дагестанцев. Вот. Кстати, насчет братьев-калмыков тоже. В данный момент, мне кажется, у казахов и калмыков много соприкасающихся моментов, где мы можем, как тебе сказать, э, есть моменты, которые мы можем сообщать, работать вместе с ними. мгм. Но в любом случае, я считаю, что независимость это то, что случится неминуемо. Россия, ну это мое личное мнение, я глубоко в этом уверен и убежден, что Россия доживает последние годы своего существования. Ее ждет развал, крах. Вот, я думаю, что уверен, что Башкортостан получит свою независимость наконец-то. И ну и как и Татарстан, как и другие республики. Я считаю, что я надеюсь, что одна из первых республик независимых государств, которые нас поддержат и признают нашу независимость, это будет Казахстан. Потому что мы, как я сказал, не только то есть, соседние народы, да, но мы когда-то нас друг от друга отделили вот этим Оренбургским коридором, все знают, Искусственно, да, да. искусственно созданным. Раньше этого коридора, когда не было, башкиры с казахами очень тесно дружили, общались.
Ну, так иногда друг Да, другу бегали, там, невест воровали, да, но в то же время были очень тесные дружеские отношения. И я знаю, что когда башкиры поднимали восстание, башкорты поднимали восстание, они отправляли детей, жен, свои да, семьи, свой скот казахам, казахским братьям на сохранение. Я знаю, что казахи помогали нам в этом, казахи помогали нам в восстаниях, присылали свои отряды. Башкиры помогали и воевать с джунгарами, помогали да. казахам. То есть это были тесные отношения, очень дружеские. А, И я думаю, что вот надеюсь, что Казахстан, конечно же, вспомнит о том, что мы... ну, им выгодно будет, во-первых, и экономически, конечно же, да, с нами дружить в первую очередь, и культурно. Мы все-таки как... И что я надеюсь, что мы войдем и в союз тюркских государств, который сейчас образовался. Вот. Единственное, конечно, нам надо будет решить вопрос с Куландыкским коридором для Башкортостана. Мгм. Надеюсь, что мы его решим, чтобы выйти непосредственно к границам Казахстана. Вот. Ну вот. Ну, я думаю, мне кажется, нужно учитывать мнение, очень немаловажное, так как башкиры и казахи являются коренным народом в Оренбургской области. Да. Да, есть Тохчуранский кантон, то есть есть районы, где компактно проживает. Это Гайский, Кувандыкский район Оренбургской области. Учитывая волеизъявление местного народа, я думаю, эту проблему, в кавычках проблема, я считаю, что это не будет проблемой. Но Учитывая волеизъявление народа, да, это можно в будущем, тут мне вот кажется. немножко раскрою эту тему, то есть, да, под конец. Некоторые такие наши горячие головы башкирские говорят о том, что мы, башкиры, когда-то проживали на более обширных землях. В исторический Башкортостан входила вся Челябинская сегодняшняя область, часть Оренбургской области, да, то есть граничили с Казахстаном, часть Самарской, там, Пермской, Свердловской области и так далее. Что мы эти земли якобы оставим русским, что ли? Нам нужно возвращать их, нам нужно присоединять их силой, силой там или как, в общем, ну вот так. Я их всегда остужаю. Вот почему я упоминал политику Нурсултана Назарбаева, то что он очень мудро где-то уступал, где-то брал нахрапом, где-то как бы продавливал, да, но все-таки, Дипломатии, да. да, дипломатии, он все-таки он смог, как я говорю, то есть без какого-то конфликта, без кровопролития, не было в мире нигде слышно, чтобы казахи там геноцидили русских, да, то есть там выселяли их насильно там или что-то проводили какую-то политику Или специально какое-то притеснение ассимиляционную. не было, да. Да, ничего подобного не было. Так вот, я вот всегда говорю, вот когда нам говорят, Челябинскую область или там Оренбургскую область нужно присоединять силой. Вот я говорю так, берем Челябинскую область. Там население 4 миллиона, из которых практически там 80 с лишним процентов это русские. Это около 3,5 миллионов там уже проживает русских. Даже условно представим, что они согласились присоединиться к Башкортостану. Присоединили мы всю Челябинскую область к Башкортостану. У нас в Республике Башкортостан русских больше, чем башкир. Русских 1,5 миллиона. Башкир там миллион, да, 200 с чем-то. Еще присоединяем 3,5 миллиона русских, а башкир в И Челябинской области, башкиры в меньшинстве, да. всего там 300 тысяч проживает, да? То есть башкир становится 1,5 миллиона, русских становится 5 миллионов. То есть, если мы сейчас 35%, Соотношение, да. да, соответственно, если мы сейчас 35% составляем численность населения, то с присоединением Челябинской области мы будем составлять меньше 10%, там, ну, около 10%, примерно так. Это Мгм. катастрофа для нас. Я считаю, что это уже не будет Республика Башкортостан, это будет уже подавляющее большинство русскоязычное какое-то там губерния, да. Плюс, если мы берем еще Оренбургскую область, присоединяем всю, в Оренбурге проживает 2 Миллион миллиона. восемьсот. Миллион восемьсот, Ну, да. грубо говоря, да, Почти миллион что, да. восемьсот жителей, из них тоже подавляющее большинство русские, больше миллиона русских. Это еще башкир там проживает, ну, по переписям 50 тысяч. То есть это неравнозначно. Поэтому вся Оренбургская область нам не нужна, вся Челябинская область нам тоже не нужна. Даже если это наши исторические земли, я считаю, что нужно уметь отказываться вовремя от тех земель, Амбиции, да. от амбиций, от каких-то исторических, имперских амбиций, потому что а,
бороться за земли, тем более, где проживает сейчас мы в меньшинстве, и это только сколько мы готовы положить жизней за эти земли, чтобы их вернуть. Даже если вернем, мы их не сможем удержать. Поэтому сперва нужно укрепиться в своей республике. В своей республике, Ну, как это сделал Казахстан. Укрепиться в своей республике, увеличить численность, увеличить свой язык. И только потом, показывая даже не силой, показывая своим процветанием, своим развитие. развитием, чтобы к нам сами люди хотели присоединиться, переселиться, либо присоединиться, там, провести какой-то референдум в Челябинской области и сказать: ребята, вот мы хотим к вам присоединиться, возьмите нас, пожалуйста. Вот вы круто живете, у вас там доход на душу населения там в 5 раз выше, чем у нас, мы бы тоже так хотели, да, возьмите нас, пожалуйста. Учитывая, что это были ваши исторические земли, мы готовы к вам войти, мы готовы изучать башкирский язык как государственный язык, готовы культуру принять башкирскую и так далее. Вот, Да. вот это вот культурное, да, то есть наступление. Тогда да. Руслан, а что ты думаешь по поводу, я извиняюсь, то, что перебиваю, есть ребята, допустим, которых я встречал из Аргаяшского района Челябинской области, это на минуту, если кто не знает, это компактное расселение, то есть башкир в пределах одного района. Это примерно как анклав Челябинской области. Два района. Два района, да, Аргаяшский и Кунашакский. Кунашакский, да. Да. Который находится к сожалению, Челябинск. Как я сейчас сказал уже, да, когда-то они были в составе Республики Башкортостан. В начале 20 века, когда Башкортостан стал республикой, эти два анклава Челябинской области входили в состав Республики Башкортостан. Потом их все-таки вернули в состав Челябинской области. В качестве автономного района. Сейчас уже все, они просто Сейчас просто уже район, просто да. районы, да. Очень сложный вопрос. Да, там большая часть проживает численности башкир. Это башкироязычные районы полностью. Но, к сожалению, они с нами не граничат, с Башкортостаном. Они отделены несколькими районами от Башкортостана, где подавляющее большинство русского населения проживает. Это раз. Во-вторых, мы, конечно же, если на территории Челябинской области будет образовано какое-то государство, возможно, Уральская республика, да, то есть как заявлялось некоторыми ихними лидерами, то есть из Свердловской и Челябинской области будет образована Уральская республика. Я общался с их представителями, они, в принципе, готовы дать этим землям какой-то статус. Вот. Но присоединять к нам я не вижу никаких, скажем так... Предпосылок? Не то, что предпосылок, не вижу никаких реальных действий, как это можно сделать. Да. Как это вообще возможно сделать. Учитывая, что они находятся на территории другого государства, будет находиться. Отдаленность еще. Да, отдаленность. Очень сложно, очень сложно. Это может привести к большой крови, и мы не можем рисковать существованием вообще. А этим будет пользоваться Москва, которая захочет нас вернуть в свою сферу влияния. Этим будут пользоваться русские. Плюс, учитывать, что у нас русское население очень большое, и русское население Челябинской области, они будут друг друга помогать сепарироваться. Да? То есть это очень сложно, и для этого я считаю, что нам невыгодно все это. Нам сперва, еще раз говорю, нужно встать на ноги. Потом мы сможем как-то думать о каких-то там наших землях. И то сейчас мы не можем рисковать ни одной человеческой жизни башкирской ради того, что там вернуть какие-то земли. Пусть не обижаются башкиры Аргаяшского и Кунашакского района, но если вы хотите видеть независимый, процветающий Башкортостан, который будет вас всегда поддерживать, то вы должны понять, что мы не можем воевать из-за ваших земель, чтобы присоединить к нам и получить большую гражданскую войну, там, кровопролитную, потому что я не уверен, что русские просто так отдадут. Вот. Едиге, на этом, наверное, будем заканчивать. Спасибо большое, что пришел. Спасибо, я надеюсь, тебе что за мы приглашение, Руслан. Еще увидимся, я надеюсь, да? Да. Вот. И напоследок, можешь сказать слово свое башкортам. Қадірлі башқұрт милләттәштәр, туғандар, в данный момент
учитывая положение, состояние, что происходит в Российской Федерации, я желаю вам ясности ума, здорового скептицизма того, что происходит сейчас. Да, некоторые могут, конечно, возмутиться, то, что мы вас не слышим, вашего отношения к тому, что сейчас происходит. Но поймите, башкорттар, поймите, тугандар, то, что это не ваша война. Не ваша война, не ваш конфликт. В первую очередь нужно, мне кажется, я, конечно, никто, чтобы советовать, просто так же, как до этого говорил Руслан, также мнение со стороны, взгляд со стороны. Сейчас надо важнее всего сохраниться как народ, как нация. Не только как этнос. Ну, если говорить по-казахски, я вот иногда на казахском разговариваю. Қазіргі кезде ең бастысы сақтап қалу, хақлап қалу Башқұртстанда. Башқұртстанды хақлап қалдыру. Келешек буынларға, келешек ұрпаққа. Спасибо большое, Едиге. Спасибо за приглашение, Руслан, брат. Давай, будем на связи. Всего доброго. Ахмед.